Штаб общественной поддержки открыл свои двери в Коми. На площадке Дома дружбы народов создана приемная для жителей. Сюда можно обратиться с любым вопросом. Здесь же пространство для встреч и обсуждений. На открытии главе Коми и гостям представляют проект «Комфортная городская среда». Рассказали, как за 2 года в 46 муниципалитетах Коми благоустроили 149 общественных территорий и 89 дворов. Стоимость преобразований более миллиарда рублей. На 2024 год у нас запланировано также 46 участников городских и сельских поселений. Предусмотрено 390 миллионов рублей бюджетных средств. На них мы сделаем 100 общественных территорий. Участники объединения «Неравнодушные сердца», а их уже больше 50, в штабе общественной поддержки плетут маскировочные сети для передовой. Теперь здесь еще одна точка и для волонтеров. Организовала работу Валентина Варанкина, педагог дополнительного образования. Ездит в районы с мастер-классами, учит плести сети и по интернету. У нас, конечно, много неравнодушных граждан. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы их было еще больше, потому что ленточка сама себя не вплетет. Это все-таки ручная работа. Если бы можно было делать патроны, мы бы, конечно, и патроны делали. Но мы делаем то, что в наших силах, для того, чтобы защитить наших бойцов. Другая команда волонтеров делает сухой армейский душ. За год работы направили бойцам 26 тысяч комплектов. Это хорошая альтернатива влажным салфеткам, востребован в полевых условиях. В конце прошлого года мне удалось лично из рук в руки ребятам передать плоды наших трудов. И с этого момента у меня появилось еще больше желания что-то делать то, что я умею, для приближения нашей общей победы. Готовимся к новому рейсу. Защитные сетки сейчас очень актуальны, поскольку там после боев обычно уже голое поле остается и негде укрыться. Также очень помогает эти душ, который делает тыл, нам очень сильно помогает. Добровольцы, добровольные организации очень сильно нам помогают. Гуманитарная миссия объединила всю республику. На передовую сообща жители отправляют технику и все необходимое нашим бойцам. Помощь фронту в этом деле руководитель региона в первых рядах. Благодаря поддержке главы Коми фонд «Добрая республика» сделал много полезного для воинов на передовой. Очень благодарим жителей Республики Коми за вклад в нашу работу. И, Владимир Викторович, разрешите вам вручить благодарственное письмо от нашего фонда, поскольку вы являетесь нашим очень хорошим другом. В условиях специальной военной операции наши ребята, наши бойцы сражаются за независимость и целостность нашего государства, за наше с вами будущее. И нужно нам с вами здесь, в тылу, действовать единым фронтом, объединять силы по поддержке позитивных преобразований. И сегодня, в том числе, и штаб направлен ровно на это. Позитивные преобразования – это и небольшие проекты, и масштабные, национальные. Все они направлены на развитие страны и республики. Каждый желающий может прийти в штаб общественной поддержки со своими идеями и получить поддержку. Предложили всем и общественным организациям, и политическим партиям на этой площадке предлагать те темы, которые они считают важные, потому что вы знаете, что каждая партия там смотрит по-своему, да? Но, тем не менее, при общественном обсуждении мы все равно выработаем какую-то общую позицию, направленную, соответственно, на пользу нашей республики, нашему населению. Такая консолидация, я считаю, что очень является действенным механизмом для решения всех вопросов, которые сегодня у нас есть в республике. Вот это сплочение, это объединение сегодня как никогда ощущается в нашем обществе. Это дополнительная возможность для развития нашей республики и России в целом. Ну и, конечно же, дополнительные шаги к нашей победе. И от имени всей общественности Республики Коми я хотел бы поблагодарить правительство Республики Коми и лично главу Республики Коми Владимира Викторовича Уйба за поддержку инициативы создания этого штаба. Штаб – еще один центр сплочения, единое общественное пространство. Создание такой площадки для реализации различных проектов ждали в Коми. Такие штабы общественной поддержки будут открыты и в других регионах страны. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.